Ассаламу алейкум, дорогие телезрители! Мы находимся в селе Новые Атаги, которое славится столетней мечетью. В очередной программе мы расскажем вам о старинной мечети и совершим пятничную коллективную молитву вместе с жителями села. Прежде чем войти в Новоатагинскую мечеть, мы решили спросить у местных жителей, что они могут сказать об истории этой мечети. Я знаю, что строительство мечети начато в 1910 году, закончилось строение в 1913 году. В строении участвовали односельчане, в том числе и женщины. Строительство мечети было продолжено, так как односельчане хотели расширить площадь мечети. В мечети нашу съемочную группу ожидал специалист отдела научно-исследовательской работы архивного управления правительства Чеченской Республики Вахид Бибулатов. Он активно занимается изучением истории родного села Новые Атаги. Вахид подробно рассказывает нам о зарождении этой мечети. В 1910 году на взносы сельчан был выложен фундамент. И это закончилось в 1911 году. Тогда взноса сельчан не было достаточно для окончания мечети. И решено было на сходе села сдать 400 десятин общественной пахотной земли в аренду на 9 лет. И на эти средства докончить мечеть. Доверенными лицами от нашего села были 3 человека: Джабраил Джаватханов, Индарби Дудаев и Самби Сулумов. Они ходили по инстанциям, решая вопросы постройки мечети, доставки материалов. И мне рассказывали старики, что руководил, главным организатором был здесь док Камула Шаптукаев. Мечеть названа именем известного в свое время ученого алима шейха Элаха Муллы 1836 года рождения. Элах Мулла из Тейпа Энгеной, известный в те времена алим Накшбандийского тариката, был в Новых Атагах кадием села в течение 13 лет. На месте нынешней мечети стояла деревянная ветхая мечеть с малой вместимостью, построенная в 1880 году. Это было время, когда прошло только полвека после жестокой кровопролитной и разорительной Кавказской войны. Основная часть населения жила еще в нищете, но несмотря на это, наши предки укрепляли свою духовность и не жалели себя и своих незначительных средств на богоугодные дела. Через 33 года в начале 20 века жителями села Новые Атаги было решено построить новую добротную мечеть с основанием из камня ракушечника и стенами из обожженного красного кирпича. Бригада каменщиков и строителей здесь была, некоторые говорят, ингуши были, некоторые говорят, армяне были. И вот, когда фундамент выложили, эта бригада уехала. Сказали, что через месяц придем, пока вы заполните нишу фундамента, там или землей, или, не знаю, гравием. Атагинцы вышли, и за одни сутки, некоторые говорят 3 сутки, некоторые говорят 1 сутки, заполнили эту нишу всем народом, дети, женщины, мужчины. И вот послали гонца сообщить, что ниша заполнена, можно продолжать строительство мечети. Эти строители были удивлены, что так быстро эту работу закончили. Пришли и достроили мечеть. Центральная Новоатагинская мечеть, которую строили с большой любовью и энтузиазмом, была открыта для богослужения в августе 1913 года. По периметру мечети и минарета есть камни-песчаники в количестве 70 штук, где арабской вязью написаны имена сельчан, внесших посильный денежный вклад в строительство мечети. В строительство этой мечети вложили средства сельчане, и их имена начертаны на арабской вязью на стенах по периметру мечети. Есть 70 камней, 66 по
периметру стен мечети и 4 наверху на минарете. Я попросил кади села нынешнего перевести мне эти тексты и написал статью об этом, о чем говорят камни на Новотагинской мечети. Глава Чеченской республики Рамзан Хаджи Кадыров, следуя завету своего отца, построил по республике множество мечетей. Рамзан Хаджи помог и в ремонте Новоатагинской мечети в 2008 году, когда проходила последняя реставрация мечети. Тогда впервые сделали отопление, надстройку и отделочные работы внутри мечети, за счет чего площадь мечети удвоилась почти вдвое. Каждую пятницу жители и гости села Новые Атаги собираются в этой мечети, чтобы совершить коллективный намаз. О пользе пятничной молитвы говорится во многих хадисах посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. لا مز دعوات ديلش زكت دعلولش بوخش لا مز زكت دال تدخن دول إفرزش دقر ديش دوق آياتش دخن قيتشن ها وركعوا مع الراكعين ركوع ديشار تتحن ركوع ديلش بوغ علم ناقصن معنى لا مز ديشار تتحن لا مز ديلش تقعديسنك جماعة لا مز دو جماعة لا مز بخي بيدا دات ويدين شو عديش دق يبخي لا مز شنيت قاشر بار معها جماعة مجد قاح ده حجوي شقونخ قرآن شو استعيذ بالله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى شولر لولش لا مزشتيح لا مزديك ده غير تشتن بيحك مش قوش بيش جماعة يحديش والصلاة الوسطى يقير لا مزديح أستن لولش يقير لا مز حبوا العلم ناخل مالبز لا مز بأليس وقوموا لله قانتين شاش دال حلقة دعوة تشخن دال متأح دولش حست دل دولش دال دحو دع يتلش بوخش دال اشتقيق مش بو يلشنو عليه الصلاة والسلام قص آيتت دوخش دول قميل دالينا شي قميل شكاح صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ تحمو شافة تندش دلامز دز دشون جماعة يحتوبا يقع دندوش دلامز ب27 درجة أيوه درجة دز دشون يزبوش نسمع قطش قز ليل غير تخو كجي تشانا هي خدو أوخ ماجدك شو حايشت جماعة لامز يحدوش دل دزل عير لامز بحير لامز قستن لرد غير تخوهن دالشا بحير لامز مسوش بالخرز أبرز مقول خنيز دخول عنيخ أسخن عيش خلا عير لامز هتيبتي عير لامز التي أحيي بيش يسيسك الله وشرك تسول بس عير لامز يح بحير لامز يح جماعة يح دريح يلش يلشين خاء حاري قزوا مقشل يوتك تيق شوي أنا وور ما ور قز عليه سلام كل بيام دوش دو جماعة لامز دوزل أو ديتن دو قرآن يح آيات شكاح يلجن حديث شكاح صلى الله عليه وسلم. Уже 6 лет имамом Новоатагинской мечети является выпускник Курчалойского исламского института имени Ахмад Хаджи Кадырова Ибрагим Хаджимуратов. Когда он читает проповедь, прихожане внимательно слушают и стараются запоминать. عنان بحنا حكي عنان بحنا حكاية بشرح نيامش ده كورتوف يا محمد إذا بيننا نجيب كلها ده صح عنان يا نيامش هنا وديك الأجواء تحت منطقة تحت جوه الأجواء. После проповеди молящийся совершает за имамом двухракятный намаз. Совершение пятничного намаза освобождает от обязанности совершения полуденной молитвы. В пятничной молитве заключается великая мудрость, которую Всевышний Аллах передал через пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Посещая мечеть каждую пятницу, верующие укрепляют свои знания религии посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и выходят из мрака невежества к свету ислама. Мусульманин, посещающий мечеть каждую пятницу, получает огромную благодать от Создателя. Помимо всего прочего, этот человек всегда в курсе происходящего вокруг, о состоянии мусульман, о проблемах общества и радостных событиях для верующих. Он является полноценной частью уммы пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует.